Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Народ и армия едины. С таким слоганом в республике проходит третий антифашистский форум. Он объединил участников специальной военной операции, представителей ветеранских, молодежных организаций и общественность. Многие эксперты сегодня говорят о его системности и называют форум важной платформой для обсуждения борьбы с современными проявлениями фашизма. О том, какие темы поднимаются в рамках форума и как наше государство сохраняет историческую память поколений, поговорим с моим сегодняшним гостем Андреем Федотовым, постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия. Андрей Семенович, добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. Ну, во-первых, поздравляю вас с, наверное, уже завершением форума, да, официальное закрытие вроде как состоялось. Да. Состоялось. Каковы были главные цели, которые вот вы перед собой ставили, и достигли ли вы их? Ну да, вы сейчас только что сказали о системности. Это уже третий форум, а вообще в истории нашей республики это четвертый. Первый самый, он так не назывался форумом, тогда такого слова не применяли, но он был похож по своей сути. Это был народный сход, народное собрание в 1943 году, как раз во время Великой Отечественной войны. И там тоже была принята резолюция, в которой было написано, что победа возможна только, когда объединится вся страна, все ее граждане. Народ и армия едины – это то условие, безусловное, которое может обеспечить победу любому государству. Мы третий год подряд проводим. Первый антифашистский форум был проведен по инициативе главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева. Тогда состоялась встреча с заместителем министра обороны Горемыкиным Виктором Петровичем, где Арсений Сергеевич рассказал о этой инициативе, об этой идее. Виктор Петрович очень поддержал это, поскольку в рамках армейского форума ежегодного такие мероприятия, антифашистский конгресс он называется, проводились уже до этого 2 года. Третий – это уже действительно система. И система эта выстраивается, наверное, форум антифашистский во всей системе патриотической работы в нашей республике является одним из таких важнейших. Но кроме антифашистского форума, конечно, делается очень-очень много. И много делается ежедневно. Вот в рамках форума 3 дня мы встречались со студентами университета. Вот я, например, там был. Мы были также в разных аудиториях: автодорожный техникум, сельхозтехникум, в других аудиториях, где принимали активное участие уже наши воины, наши земляки. Большая делегация которых прибыла вместе с заместителем командующего восточной группировкой генерал-лейтенантом Грековым Романом Борисовичем сюда. Их 25 человек. И также приехала концертная бригада в составе вокально-инструментальной группы «Мы есть мы», также фронтовая бригада. Очень отличается этот форум тем, что по просьбе нашего главы республики Арсения Сергеевича командование восточной группировкой Восточного военного округа вышло с инициативой Министерства обороны по тому, чтобы к нам были доставлены трофейная натовская техника, которая сегодня размещена у стен музея «Россия. Моя история». И 4 числа был большой митинг. Несмотря на уже морозную погоду, пришло очень много наших земляков, горожан, даже пробки организовались, значит, на дороге. И это было проявление большого
знаете, реализация больших надежд на близкую победу, потому что воочию люди увидели пораженную нашими бойцами технику, и вот по предложению нашего великого режиссера Андрея Исаевича Борисова, которого я попросил подумать над сценарием этого митинга, и он буквально через день мне перезвонил и предложил, что давайте, ведь это уже почти инсталляция того легендарного боя нашего героического танка Алеша. Да. И нужно было найти только наш танк. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство нашего кадетского корпуса, которые с большим энтузиазмом приняли это предложение, и танк, который находился на их территории, они перевезли и поставили его напротив поверженной вражеской техники, и на стволе даже написали «Алеша». Это символ подвига наших солдат, и в этом символе подвиг всех солдат, всех 12 героев нашей Российской Федерации, наших земляков, всех тех, кто с оружием в руках сегодня защищает нас. И благодаря подвигам и тяжелой фронтовой работе которых мы сегодня можем проводить такие мероприятия под мирным небом у нас в Якутске. Но главные символы, думаю, они такие. Вы знаете, вот в резолюции у нас отмечены, а своими словами я бы так сказал, вот государство сильно своими гражданами. И государство имеет будущее свое, если эти граждане патриоты. Патриоты, которые любят свою страну, свою землю, свое государство и способны самоотверженно работать, развивая его, и самоотверженно защищать свои завоевания, свою свободу, свое право строить свою жизнь так, как они считают нужным, в рамках своих традиций. И Россия в очередной раз показала, что мы сильное государство, и что наши граждане нашего государства большие патриоты, которые в трудную минуту могут собраться и могут дать отпор любому врагу. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить текстом сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Но форум собрал представителей из разных регионов и разных слоев. Да, вы говорили про студентов, про кадетов, были ученые, духовенство, ветераны, молодежь. Вот насколько такой широкий круг участников важен для достижения целей форума? Конечно, мы же многонациональный, многоконфессиональный. Форум еще и стартовал 4 ноября, в День народного единства. Да, это народ. Мы государство многоликое, но единое по своей истории. И очень символично, что открылся форум 4 ноября в праздник День народного единства. Он сегодня звучит по-особому, потому что единство – это главное условие наших побед, как на трудовом фронте, так и на горячем фронте. И на идеологическом тоже. И на идеологическом, безусловно. И начался этот форум с молебна в нашем Преображенском соборе. И поскольку в этот же день мы празднуем День Казанской иконы Божией Матери. А эта икона являлась сопроводительницей и покровительницей нашего воинства и нашего государства в самые сложные испытания, начиная там от изгнания польских интервентов из Москвы. Поэтому, собственно говоря, 4 ноября и назначен этот праздник. Полтавская битва, изгнание французских, французских интервентов во главе с Наполеоном. И это, конечно, битва за Москву. Всегда воины наши руководители, лидеры нашей страны молились именно этой иконе.
уровне. И у нас также нарастает участие в нашем форуме. Вот сегодня на пленарном заседании, выступая, замкомандующий Греков сказал такие слова, что в прошлом году они были почетными гостями. Мы их пригласили на этот форум, на второй. И тогда прозвучало предложение с этой же сцены, именно от того же Романа Борисовича Грекова. Он обратился к Алексею Сергеевичу и сказал, что давайте мы на следующем форуме через год будем уже не почетными гостями, а непосредственными участниками и организаторами. Так и случилось. Этот форум сегодня проводится республикой совместно с Восточным военным округом. Ну вот мы Роман Борисовича вместе с вами ждали в этой студии, но он задержался на каком-то важном мероприятии. Да, да. Одной из главных составляющих и целей подобного рода мероприятия является то, что вместе с нами на правах соорганизатора принимает участие Восточный военный округ. В основном наши земляки служат именно там, в восточной группировке. И поэтому очень много вопросов, да, команда. Понимает очень много вопросов, проводится очень много встреч. Большая группа офицеров приехала из политуправления округа, встречаются по очень разным вопросам. И вот сегодня идет до этой минуты, наверное, еще не завершилась эта встреча с комитетом семей воинов Отечества, с семьями наших воинов, с семьями погибших наших воинов, пропавших без вести. Это непростой разговор. Но тяжелый, я важный. тоже был участником этого разговора. 3 часа он идет уже. Вот. И надо сказать, это очень сердечный разговор, очень душевный разговор. И вот потом объявили, что ждет прямой эфир, и мы с Романом Борисовичем, посоветовавшись, решили, что я должен сюда поехать все-таки. Вот. Он остался отвечать на вопросы. остался общаться и отвечать на вопросы. И, знаете, я самое большое хочу сказать, низкий поклон всем семьям наших бойцов, потому что это наши братья и сестры, это наши основные союзники в той большой работе, которая ведется и на фронтах, и в тылу. Это люди, которые отдали самое дорогое, и, наверное, они больше всех чувствуют, что такое Родина, что такое алтарь Победы, и они, наверное, сегодня делают самую большую работу и взвалили на себя, несмотря на такую тяжелую личную потерю, но они понимают, что это алтарь свободы, ради которого и, собственно, их близкие пошли на фронт с оружием в руках. И они сегодня делают огромную общественную работу. И это разговор не агрессивный, а разговор именно такой, знаете, серьезный, деловой и очень сердечный. Я благодарю всех участников сегодняшнего встречи и всех тех, кто не смог приехать, за их глубокое понимание, что такое Родина и что такое Родину любить. Вот это люди, которые делают огромное историческое дело, и которое мы тоже должны очень-очень ценить, помнить и по достоинству оценивать. Мы здесь в национальной учительной компании тоже в эти дни вспоминаем нашего коллегу Алексея Семенова, военкора. Да. В рамках форума также обсуждались вопросы противодействия фальсификации истории и прославления нацизма. Вот тут как раз работа военкоров как-то, может быть, пересекается, да, наша работа. Вот какие подходы или предложения были выдвинуты для борьбы с этими явлениями? Вы знаете, фашизм – это крайняя форма унижения, крайняя форма уничтожения человека как такового. Фашист по своей внутренней натуре – это зверь, который, для которого человеконенавистничество является его моралью.
И, конечно, фашизм нужно уничтожать. Фашизм не поддается, как показывает время и история, излечению. Но есть одурманенное фашизмом. Есть большая группа людей, которые пошли за ними, ну, просто из меркантильных интересов или из желания ну, пожить за счет другого. Откуда он появляется? Это господство одной группы людей над другими. Поэтому появляются фашистские теории геноцида, значит, народов разных. Славян хотели уничтожить, евреев хотели уничтожить. История знает много таких, что кто-то кому-то мешает жить, и поэтому он должен быть уничтожен. Вот суть, нечеловеческая суть фашизма. И, безусловно, фашизму не должно быть места в человеческом обществе. Как с этим бороться? Ну, прежде всего, наверное, понимать, что это действительно человеческая ненавистническая такая мораль, которая не должна соответствовать ни одному человеку. Мы должны об этом говорить громко, и мы не должны забыть Нюрнбергский процесс, мы не должны забывать решение Организации Объединенных Наций на эту тему. Но вот со временем, знаете, все замыливается, да, и начинают эти формулировки подвергать сомнению, как-то маленько их изменять, запятые переставлять и так далее, и дальше больше. Сегодня вот для того, чтобы овладеть ресурсами нашего большого, великого государства, говорят обо всем, что мы тут недоразвитые, что мы вообще не имеем права на эти территории, на это богатство, что мы все разные, что у нас какая-то тюрьма народов. До сегодня, вот последние годы специальной военной операции показали, что более свободного государства, более справедливого государства, чем Российская Федерация, наверное, и нет на нашей планете. Мы видим, что происходит в Америке, на которую мы равнялись еще в 90-х годах. Был грех такой, был. Мы были обмануты Западной Европой. Нас все время поучали, как надо проводить выборы, как вот надо соблюдать права человека. Вы видите права человека на выборах в Румынии, на выборах в Молдавии. Они уже не стесняются ничего. Они закрывают средства массовой информации. А совсем недавно, я еще помню, я был молодой тогда еще, нам говорили, что у нас нет свободы слова. Где сегодня свобода слова? Да только в России она и осталась. Где свобода вероисповедания? Да только она у нас и осталась. У нас, посмотрите, в нашей стране, у нас что, запретили украинский язык? У нас что, переименовали Киевский вокзал? У нас что, гостиница Украина уже не гостиница Украина? И так далее, и так далее. Понимаете, у нас что, Шевченко отменили? Конечно, нет. Вот, а там, на Западе, настолько средства массовой информации, ваши коллеги, настолько стали зашоренными, настолько они стали несвободными, что попробуйте, вот вы туда поедете и скажите, расскажите правду про жизнь в Якутске. Думаю, что вас не только лишат журналистского права, значит, работать, могут быть и более серьезные последствия. Смотрите. Но там нужно рассказывать, что тут все плохо, что мы Конечно, здесь... надо рассказывать именно то, что требует это, значит, Урсула ихняя, да? Или там какие-то власти в Евросоюзе. Смотрите, что творится в Латвии. Я в Латвии учился 6 лет в Институте гражданской авиации. Я никогда не чувствовал, что я оккупант, что как-то там плохо живется. Мы жили очень, студенты, молодые, нам все нравилось, там хорошо было в Латвии. Это была одна из самых развитых, наверное, союзных республик в Советском Союзе. Смотрите, в какую Европа. темень они скатились. Мои однокашники сегодня все не граждане, они сами себя, знаете, как называют? Негры. Я говорю, почему неграми-то? Потому что не гражданин. Потому что не гражданин, понимаете? И тех людей, которые приехали туда во времена Советского Союза, строить современнейшие отрасли, радиоэлектронную, радиотехническую отрасль, автомобилестроение, значит, машиностроение различное и так далее, это было
у них все было. Лучший агропром был. Люди приезжали со всего Советского Союза выстраивать это после войны. Они сегодня выдворяются из страны, потому что не сдали экзамен на латышский язык. Так многие из них говорят по-латышски. Нет, потому что они неправильно ответили на вопрос, чей Крым. Вы представляете? Это что, не фашизм? Это такая несвобода, это такое унижение. И попробуйте назовите у нас, где в России такие подобные вопросы задают. Конечно, нет. И я считаю, что вот как раз специальная военная операция, она как лакмусовая бумажка проявила, кто есть кто. И, конечно, сегодня Россия уже не одна, с нами огромное количество стран, поддерживающих нашу позицию на международной площадке, поддерживающие нашу линию. Я думаю, что это движение будет шириться. Это фактически начался новый процесс деколонизации. Потому что неоколониализм еще остается. Он экономический в основном, он идеологический, информационный. Заставляет многие страны говорить то, что надо говорить, а что нельзя говорить, это нельзя говорить. Да? Иначе денег не дадут, иначе в нищету опустят. Вот какие нравы сегодня распространяет Западная Европа и все вот эти так называемые развитые. Они уже далеко не развитые. Они проиграли экономическую гонку нам. Мы сегодня мы входим в пятерку ведущих экономик мира. А возглавляет кто их? Китай. А третий кто? Индия. А четвертый – это Россия. Понимаете? Это Америка только осталась, и она скоро погрузится в глубокую пучину, мне кажется. Посмотрите, что у них происходит. Вот выборы местные произошли. Там же все условия... В Нью-Йорке? Да, в Нью-Йорке там избрали, значит, человека, который призывает уничтожить руководство собственной партии демократической. Он объявил войну всем трампистам. У них созревает условия большого гражданского конфликта, если не гражданской войны. Так разберитесь у себя, пожалуйста, со своими гражданами. Представляете, у них 30 с лишним миллионов живут на карточках, на продовольственных. У них сейчас шатдаун, карточки отоварить невозможно. Карточки продовольственные. Когда у нас в 90-е годы такая беда была, значит, раздавали карточки, вот в Москве, я помню, значит, нам раздавали карточки, мы по этим карточкам там ножки Буша покупали. Позорно было, стыдно было за великую страну. А сегодня там 30 с лишним миллионов. Это же огромное количество людей, которые живут за счет государства. А поскольку сегодня у них так называемый шатдаун, нет денег, государство не выделяет, и люди начинают голодать. Они ходят в мисках суп, раздают в благотворительных их организациях. Вот она, Великая Америка. Им бы заняться собственными проблемами. Да, они все шумят. Давайте к нашему форуму вернемся. Да. В его рамках много говорили о работе опорных пунктов республики, Да. которые начинали работу как логистические центры, но сейчас их функции значительно шире. Я не знаю, кто лучше вас расскажет, потому что вас же с началом СВО за глаза называют зампредом по СВО. Ну, да, постпредство у нас сегодня глубоко погружено в военную повестку. Но система опорных пунктов, которая была создана еще в конце 22 года, сразу после объявления частичной мобилизации, Арсений Сергеевич еще, по-моему, 10 октября 22 года выпустил распоряжение о создании единого координационного центра, поручил нам заняться организацией системы поддержки специальной военной операции. Вообще, значит, позиция нашего главы с 24 февраля 22 года, она мне абсолютно известна, когда он сказал сразу же о том, что надо многое перестраивать и работать сегодня на победу. И это продолжается, поэтому сложилась целая система. И вот система опорных пунктов, о которых вы спросили, да, она уникальна, остается до сегодняшнего дня. Это говорят все военные на фронте. Вот сегодня у нас еще же и делегация Южного округа приехала впервые. Направил ее лично командующий, который был командующим до недавнего времени восточной группировки
Александр Семенович Санчик, генерал-полковник, который знает, как республика организовала поддержку, значит, их группировки. Да. И придя, наверное, на новую должность, он посчитал возможным, чтобы наш опыт был применен также и В других регионах. Да, в других регионах. Приехала делегация, тоже там наши земляки служат, у нас там несколько сотен, более 500 человек В Южном. в южной группировке наших земляков. Сразу же их всех вычислили, нашли, мы с ними установили связь. Вообще мы работаем не столько с восточной группировкой, но и с десантниками, и с морской пехотой, конечно. Вот. И система опорных пунктов, она у нас очень гибкая. Мы работаем на тех направлениях, которые соответствуют сегодняшней ситуации на линии боевого соприкосновения. Там, где наши бойцы были в Курске, мы в Курске работали. Сегодня они переместились в другое место, мы в другие места приехали поближе. Изменилось немножко, даже не изменилось, а вы знаете, мы поняли, что гуманитарная помощь сегодня, когда армия уже вполне самодостаточно обеспечивает и продовольствием, вооружением, и снаряжением, сегодня важно для бойца, для поддержания его боевого духа личный контакт. Вы знаете, они искренне радуются газетам районным, республиканским, они искренне радуются письмам, детским рисункам. Вот эти вот подарки, почему мы продолжаем до сегодняшнего дня Хрустхалы вот эти, да, которые вот женщины мы же уже, береги. вот эти коробочки, они стали знаменитыми на фронте. Все ждут, когда Якутия к очередному празднику начнет раздачу подарков. Вот сейчас идет к Дню народного единства, мы уже заканчиваем развозить. У нас уже сложились такие отношения с органами военного управления, мы просто передаем, они там уже раздают, потому что списки наших земляков есть у каждого командира части. Отдельно, вот мы, вот это наши, вот, пожалуйста. А что там в коробочке? Ну, в коробочке все есть, и сегодня наши производители очень хорошо идут сублимированные продукты, например, уха из карася, значит, там, мясо из оленины, жеребятины, особенно ребята, которые идут на боевое задание, это очень легкое, калорийное, очень легко размещается на их униформе, и они, ну, а самое главное, это дух Родины. Дух Родины. И вот я еще всегда привожу в пример в последнее время. Мы же выполняем роль полевой почты. Вот наши ребята очень редко пользуются полевой почтой. Она работает, она тоже вполне себе уже организована. Вот. Но наши земляки все-таки больше доверяют опорным нашим пунктам и отправляют через нас личные посылки, которые мы доставляем, значит, нашим бойцам. Мы работаем фактически за почту. Почему? Потому что нашим ребятам хочется, чтобы из рук в руки, от родных, от сердца. И мы это чувствуем, и, конечно, мы будем продолжать это делать. Антифашистский форум, с одной стороны, подчеркивает историческую память о Великой Отечественной войне, с другой затрагивает темы текущих событий. Вот, по вашему мнению, удалось провести вот эту параллель, показать преемственность между теми, кто защищал Родину от фашизма? Вы знаете, тогда вот сегодня утром, несмотря на мороз, мы вот здесь небольшое мероприятие проводили на площади Республики. Вдоль проспекта Ленина установлены стенды с фотографиями и подробностями их биографии наших героев. Героев Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции. Вот это и есть связь времен. Связь времен, которая проявляется очень-очень ярко и через призму боевых действий сегодняшних видно, что даже есть лозунги, значит, да, там в войсках: победили в 45-м, победим и сейчас. Значит, или «Дед, я тебя не подведу». Но сегодняшние бойцы чувствуют, значит, ответственность перед своими предками, воинами-победителями. Конечно, есть. Сегодня я был на встрече со студентами, которые принимали участие
в Ржевской смене, значит, в военно-патриотическом лагере имени Федора Матвеевича Хлопкова под Ржевом. Смена называется «Ржев, Дальний Восток». Туда приезжают студенты наших вузов заниматься полевой поисковой работой. Значит, и вот один из студентов, Анатолий, выступал, рассказывал о своих впечатлениях, и он сказал, что я нашел 2 своих прадедов, участвовавших в Ржевской битве. И говорил это настолько дрожащим голосом, настолько сердечно, меня это очень тронуло. Это совсем молодой человек, студент одного из наших вузов, который поехал, еще узнал, он знал, что он увидел их фамилии, значит, он узнал, где они воевали, как воевали, он все полностью изучил, всю историю Ржевской битвы. Это и есть укрепление исторической памяти на уровне семьи, на уровне конкретного человека. Он на эту тему и выступал, о исторической памяти участия в Великой Отечественной войне в их семье. Вот у нас сейчас начался проект «Бастионы памяти». Арсений Сергеевич создал оргкомитет и сам его возглавил. Так же, как он возглавляет с прошлого года специальную республиканскую комиссию «Вместе к победе». Это все дает очень более организованную, значит, основу для всей работы, которая проводится в области патриотического воспитания, в области поддержки наших бойцов. И вот проект «Бастионы памяти», он о чем? О том, что в 19 регионах, где шла Великая Отечественная война, где участвовали наши земляки, и там, где они погибли, сейчас идет поисковая работа, в основном через архивы. Мы начинаем определять фамилии, конкретные фамилии наших бойцов той большой войны, и будут обелиски с их фамилиями и именами. Это как раз тот обелиск, где наши земляки, многие, могут найти, увидеть фамилию своего предка и в любой момент приехать и поклониться его памяти, положить цветы. И именно вот эти обелиски мы рассчитываем вновь как-то возбудят семейную именно память о том, кто из нашей семьи воевал и где, на какой земле он погиб. На Смоленщине, Псковщине, в Калужской области, где мы должны памятники поставить. Мы поставили на Мамаевом кургане, в Волгограде. Значит, такой же обелиск появился в Великом Новгороде, в селе Буреги. И, конечно, первый стоит у нас такой обелиск в селе Филькино Ржевского района, где впервые стали появляться плиты с именами конкретных бойцов. Это как раз этот проект мне очень напоминает «Бессмертный полк», когда мы с фотографиями своих предков шли по площадям наших городов и вспоминали, и у каждого же эмоция была. Это мой дед, память которого я сохраняю, я пронесу его в парадном строю воинов-победителей. Когда я нес портреты своих, значит, родственников, у меня дед погиб, Савва Иванович Федотов, в 1942 году, в мае месяце под Харьковом. У меня дядя воевал, Константин Савич, слава богу, вернулся. Вот. И когда я нес эти портреты, я понимал свою, эмоционально это было непередаваемо. Я благодарил судьбу, что мне выпала честь пройти по Красной площади с этими портретами, как бы я отдал дань, что да, вы победитель, вы имеете всякое право пройти в парадном строю, значит, в День Победы по Красной площади, по главной площади нашей страны. И по всему миру, представляете, десятки миллионов людей вышли. Это же не просто так. У нас заканчивается время эфира. И последний вопрос. Очень коротко. Что вот главное, чтобы вы хотели, чтобы участники и широкая общественность для себя вынесли по итогам этого 3-го антифашистского форума? Самое главное, мы должны вынести следующее, что патриотизм – это не просто слово и не просто какая-то воспитательная беседа. Патриотизм – это смысл жизни гражданина любой страны. Страна тогда велика и имеет будущее, достойное и независимое, когда у этой страны есть патриотичные граждане, способные
самоотверженно трудиться для развития своего общества и государства и самоотверженно свои завоевания защитить ради себя и ради своих потомков. Спасибо. Патриотизм в профессионализме, как сказал один из моих гостей, музыкант, который выступал перед воинами на Донбассе. Ну, в патриотизме, в профессионализме, конечно, тоже. Надо профессионально уметь работать с очень высокой эффективностью и профессионально уметь защищать свою страну. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.